Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Через 2 минуты мы, иншаллах, начинаем наш праздник. Вместе с вами начнем со чтения такбир, такбир. А сейчас я обращаюсь к вам с просьбой, чтобы во время телевизионной трансляции нашего праздника на всю Россию, страны Центральной Азии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и другие страны мы показали, как всегда, мусульманскую нравственность, красоту, порядок и, иншаллах, красоту нашей молитвы, нашего праздника. Поэтому прошу до конца завершения проповеди, намаза, на арабском хутбы и чтения Корана по завершении и подняв руки Всевышнему, мы вместе молились, а не убегали с нашего праздника, так как камеры будут вас снимать и вас будут видеть ваши родственники, родители, близкие, и будут радоваться, что, находясь в соборной мечети столицы российского государства, мусульмане как красиво пришли, красиво читают, красиво совершают праздничную молитву. И это есть сунна нашего пророка Мухаммада Мустафа, саллаллаху алейхи ва саллям. А сейчас, дорогие мои братья и сестры, возвеличивая Всевышнего Аллаха в честь нашего праздника Ид-аль-Адха Курбан-Байрам, мы все вместе, как мусульмане всего земного шара, сегодня повторяют такбир, 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 начинаем чтение и открываем нашу трансляцию. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллаху أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والامتنان
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى على كل إنسان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Her mutlu olumlularımız, hamd ve senelerimiz, alemlerinin terbiyecisi bulunan Cenab-ı Hak Allah Tebaraka ve Teala'ya olsaydı, bizning hayırlı selamlarımız, ihlas kalbimizden bulunan salavat şerifelerimiz, Allah'ın hak ilçesi, sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e olsaydı, şulayık bizning hayırlı selamlarımız, onun ehli beyti ve sahabe-i kiram, hem ul izgi zatları yolundan kıyamet gününe kadar yerine taşıyan barşa mü'mine ve müslimelerine de olsaydı. Bu selamına koşup, muhterem cemaat-ül müslimin, hürmetli, aziz din kardeşlerim, sizni İslam dinimizin mübarek bulunan selamı bilen selamlayayım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu diye. Biz bugün tam bu bilen varımızda tenlerimizde huzur hem taharetler bilen bakla, kumullerimizni iman nuru bilen nurlandırıp, uzun şekilde bu Müslüman kardeşlerim bilen birge, mescitte, cemaat safında bulayım, Rabbimler ulullab tekbirler okuyayım, şulayım telbiyelerge kuşulayım, Allah Rabbimden rizalının tabur için beyren namazın okuyayım diye mescitlerge yöneldik, mescitlerge toplandık. Yüzlerimizni kıblaya tava yöneldirdik. Hazır Allah Rabbimizin ayet-i kerimelerin hem Peygamberimizin hadis şeriflerin birini Allah'tan tanıma işitir, anla, iyice ruhiyattan bayıp kaytarga diledik hem toplandık. Cenab-ı Hak Subhanahu ve Teala bugünkü Kurban bayramımızda Eidül Adha el-Mübarek праздник жертвоприношения деп аталған bu bayramımızda mübarek kılsın. Özümüzde günahlardan paklangan hacılar şekilde biz de günahlardan arınıp, paklanıp, saflanıp kaytarga hem bu ruhi saflıklı gelecekte de yol baska diye Allah Rabbimizden dua kılıp soruyoruz, Rabbimiz Allah nasip eylesin. Sizin isminizden ailelerinizi, etilerinizi, ebi babalarınızı, ir kız kardeşlerinizi, babalarınızı, oğullarınızı kurban gayri bilen tebrik ederim. Дорогие мои братья и сестры, уважаемые мои единоверцы, уважаемые соотечественники, от имени Совета муфтиев России, от имени Духовного управления мусульман Российской Федерации сердечно приветствую вас с мусульманским приветствием Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Молю Аллаха даровать мир, милость и благоволение, благословение Господа нашего Всевышнего
Аллаха. Сегодня мы с такбиром, с тахлилем, с молитвами отмечаем великий день Ид-аль-Адха, Курбан-Байрам, праздник жертвоприношения. Пользуясь предоставленной российским государственным телевизионным каналом «Россия-1» возможностью, хочу передать самые радушные приветствия и поздравления с праздником Ид-аль-Адха, Курбан-Байрамом всем гражданам нашей страны, гражданам стран Содружества независимых государств, а также всем, кто поздравил нас, российских мусульман, с праздником. Ид-аль-Адха Мубарак, куллю ам ва антум бихайр. Дорогие мои братья и сестры, традиционно нас, мусульман, поздравил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Сердечно поздравляю российских мусульман с праздником Курбан-Байрам. Один из главных и особо почитаемых последователей ислама праздник знаменует окончание паломничества к святым местам, служит единению людей, укреплению неприходящих ценностей любви, добра и милосердия. Отрадно, что российские мусульмане бережно хранят богатейшее культурное, духовное наследие своих отцов и дедов, воспитывают в подрастающем поколении уважение к истории, традициям и обычаям предков. Жизнь мусульманской общины наполнена благими делами и начинаниями. Уделяется большое внимание реализации социальных, образовательных, просветительских инициатив и, конечно, ценен вклад мусульманских организаций в развитие плодотворного сотрудничества с государственными и общественными институтами, поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в нашей стране. Еще раз с праздником! Мира вам, счастья и благополучия! Президент Российской Федерации Владимир Путин. Нас поздравляет также глава правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. Уважаемый муфти, примите мои сердечные поздравления с одним из главных мусульманских праздников Курбан-Байрам. Сегодня Ид-аль-Адха объединяет миллионы людей, знаменует окончание хаджа, исламским святыням провозглашает доброту, милосердие и любовь к людям. Для верующих наступает благословенное время. Время совершения молитв, заботы о родных и близких, помощи всем, кто в ней нуждается. Умма России, являясь неотъемлемой частью нашего многонационального и многоконфессионального общества, принимает активное участие во всех сферах жизни страны. Искренней благодарности и уважения заслуживает ее большая работа в делах укрепления межрелигиозного диалога и межнационального согласия, противодействия идеологии экстремизма. Благодаря активной деятельности мусульманской общины сохраняются гуманистические традиции ислама, развивается исламская культура, богословское образование, открываются духовно-просветительские центры, растет авторитет российского ислама на международной арене. Многое делается для конструктивного взаимодействия с государственными органами, российскими и международными религиозными организациями. Желаю вам и всем российским мусульманам мира, здоровья, благополучия и светлых праздничных дней. Премьер-министр России Дмитрий Медведев. Дорогие
также сердечно поздравили и председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. Искренне благодарим. Также нас поздравил председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Викторович Володин. Также нас поздравил мэр нашей столицы Сергей Семенович Собянин. Он передает такие сердечные слова. Уважаемый муфтий, сердечно поздравляю вас с наступлением одного из главных мусульманских праздников Курбан-байрам. На протяжении веков этот праздник, знаменующий окончание хаджа, является временем радости, примирения и обретения душевной гармонии. Курбан-байрам укрепляет связь поколений и преемственность духовных традиций ислама. Мусульманская община Москвы занимается большой благотворительной деятельностью, реализует крупные образовательные и культурно-просветительские проекты, играет важную роль в сохранении мира и согласия в нашем городе. Убежден, что ее активное участие в общественной жизни столицы будет и впредь приносить добрые плоды. Желаю вам, уважаемый муфти, всем мусульманам Москвы крепкого здоровья, мира, благополучия. Сергей Семенович Собянин, мэр Москвы. Выражаем сердечную благодарность и признательность за высокую оценку деятельности мусульманских организаций страны и столицы, за добрые пожелания успеха и благополучия и за поздравления с нашим праздником. И молим Аллаха Табарака ва Тааля даровать успеха руководству нашей страны в их безгранично сложнейшей деятельности по защите интересов и прав граждан, по защите интересов страны, столицы, а также, безусловно, во благо наших всех народов и всех религий. И много поздравлений мы получили от наших братьев, от наших друзей, глав республик Северного Кавказа, республик Российской Федерации, краев и областей. И хочу огласить поздравление нашего друга, президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова, который обращается к нам. Уважаемый Равиль Хазаров, поздравляю вас, всех сотрудников Духовного управления мусульман Российской Федерации, с праздником Курбан-байрам. Этот светлый праздник вновь обращает нас к приходящим духовным ценностям, напоминая о священном долге быть милосердными и щедрыми, заботливыми и внимательными к людям, чистота и возвышенность мыслей и чувств, веротерпимость и миролюбие каждого из нас являются залогом сохранения мира и гражданского согласия в стране. Изге Курбан-байрамы бarbızda Müslüman ümmeti halkına, cemiyetimiz kimliği hem topluluğu halkına neticeli hizmetkar olundırsın. Selametlik, iminlik hem vaxt dilerim sizge. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Biz de İhlas Taraf'tan
barcha din qardoshlarimizni hukumat yetakchilari ham respublika yetakchilari, oblast ham rayonning gubernatorlari, barcha qardoshlarimizni ulug' bayram bilan tabrik etamiz. Дорогие братья и сестры, уважаемые соотечественники, как было уже сказано, Курбан-Байрам завершает собой обряд хаджа, ежегодного паломничества в священную Мекку. Еще вчера паломники со всего мира, в том числе и наши российские паломники в количестве 25,5 тысяч человек находились в долине Арафа и возносили Всевышнему самые сокровенные молитвы в то время, когда многие другие мусульмане соблюдали пост с надеждой на прощение и милость Создателя. В одном из пророческих изречений говорится: «Нет дня, сравнимого с днем Арафа, по количеству людей, освобождаемых Господом от адского наказания огня ада». Раваху Муслим. Усердие в молитвах о посте и посте, забота о нуждающихся, благие деяния, совершаемые в первые дни месяца Зулхиджа, позволяют верующим обрести особый душевный настрой, а также увидеть безграничную милость и мудрость Всевышнего, ибо эти дни призывают нас не только к покорности, но и к большему добродеянию, добросердечию и единству. Мы, люди, живущие на земле, говорим на разных языках, живем в разных государствах, у нас разная история, интересы, но каждого из нас объединяет одно – вера в единого Всевышнего и искренняя любовь к Нему. Сегодня весь мусульманский мир встречает праздник Ид-аль-Адха. В эти праздничные дни мусульмане особо стремятся к довольству Аллаха. Всевышний готов принять молитвы и деяния каждого из нас, вне зависимости от национальности, возраста и статуса. Во всех континентах Земли в ранние утренние часы праздничного дня мусульмане возносят молитвы тальбия, как и паломники, находящиеся на священной земле возле священной Каабы. И мы повторяем: «О Аллах, вот я перед Тобой, вот я перед Тобой. Лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк, иннал хамда ван ни'мата лака вал мульк, ла шарика лак, лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк, иннал хамда ван ни'мата лака вал мульк, ла Существует множество хадисов, подтверждающих неразрывность двух понятий – вера и единство. Например, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, да будет с ним мир и милость Всевышнего Аллаха, сказал: «Аль-муммин лиль-муммини каль-буньян яшудду ба'духу ба'да». Верующие в отношении друг с другом подобны зданию, одна часть которого поддерживает, укрепляет другую. В другом хадисе Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аль-муслим ахуль муслим ла
вправе его предать, обмануть и оставить без помощи в момент возникновения трудностей, бросив на произвол судьбы. Посягательство на честь, имущество и кровь, на его жизнь является харамом, абсолютно категорически запретным. Ат-такуа хауна, богобоязненность, это здесь. Произнеся эти слова, посланник Всевышнего Аллаха 3 раза указал на грудь, на свое сердце. Хауна, хауна, хауна. Он сказал. А что касается зла, то сказано, зла будет достаточно, то есть наказание будет строгое человеку, если он унизит своего брата. С каким уважением должны выстраиваться отношения между мусульманами, теоретически известно многим. Но на практике, к сожалению, мы видим, что многие не придерживаются требований, и фактическое применение этих постулатов порой сводится к минимуму. И это в то время, когда мусульманская умма, невзирая на свою многочисленность, должна сохранять непоколебимую целостность, единство. В Священном Коране Аллах Тааля не раз призывает нас к единению, однако зачастую порой начинают себя люди противопоставлять другим. Иногда именно споры относительно религиозных вопросов становятся причиной разобщенности уммы. На что помнить, что подобное поведение есть признак проявления высокомерия, а высокомерие – грех. Высокомерие принадлежит только самому Аллаху. Всевышний Аллах в Священном Коране предупреждает: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا». И не ходи по земле высокомерно, воистину ты не сможешь расщепить землю и достичь гор своей высотой. В то же время Аллах Тааля призывает нас, дорогие мои братья и сестры. Аллах в Коране сказал: «Ва'тасиму бихаблиллахи джами'ан ва ла тафаррaqу, вазкуру ни'маталлахи алейкум, из кунтум а'да'ан фа'аллафа байна кулубикум, фаасбахтум бини'матихи ихвана, ва кунтум а'ла шафа хуфратин минан нари фаанқадакум минха, кадалика юбаййину Аллаху лакум аятихи ла'аллакум тахтадун». И ищите убежище в божественном потоке, в Священном Коране вместе все и не разъединяйтесь. Вспомните о том благе, что было даровано вам. Вы были врагами, разобщены. Он же сделал вас близкими, сердечными друзьями и братьями. Вы были на краю пропасти. Он же спас вас от этого. Таким образом, Аллах раскрывает для вас свои знамения, сказал Аллаху Тааля. Дорогие братья и сестры, мои единоверцы, сегодняшний праздник призывает нас к общечеловеческому единству, так как Курбан Байрам имеет авраамическую основу. История праздника связана с великими пророками Авраамом, Ибрахимом и Исмаилом, мир им алейхиссалям, которые несут особую связь
святость для всех монотеистических религий. Искренние дружеские отношения между людьми – это признак благонравия. А разделение же, разрыв отношений, наоборот, свидетельствует упадка нравов. Высокие нравы способствуют сближению людей, их единению, взаимопомощи и уважению. Безнравственность приводит к вражде, ненависти и зависти. Божий посланник, наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, изрек: «Акфару ма юдхилу джанната таква Аллах ва хуснул хулк». Больше, что послужит входу в рай, являются набожность и благонравие. Важно быть едиными на пути совершения добрых дел, пути, предписанном человеку Всевышним Творцом, и эти предписания подтверждены хадисами, высказываниями нашего любимого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Дорогие братья, дорогие сестры, хочу привести один поучительный пример из истории асхабов, сподвижников нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Как-то раз некий огнепоклонник поприветствовал известного сподвижника Ибн Аббаса, радиаллаху анху, да будет доволен им Аллах, со словами: «Ассаляму алейкум», «Мир вам». На что сахаба, сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: «Ва алейкум ассалям ва рахматуллах». И вам мир и милость Аллаха. Некоторые из присутствующих удивились и сказали: «О Ибн Аббас, как же ты можешь говорить ва рахматуллах и милость Аллаха? Как же ты можешь желать безбожнику, огнепоклоннику Божьей милости?» На что Ибн Аббас дал мудрый ответ, в котором назидание для многих. «Авалейса фи рахматиллахи явиш». А разве не с милостью Аллаха он живет? Разве жизнь и бесчетное число благ, которыми он окружен, не являются проявлением милости Аллаха? Сказанное тогда весьма поучительно и сегодня, дорогие братья и сестры. И воистину это так. А разве пожелать Божьему творению милости Аллаха будет неблагое? Ведь сам Аллах знает, кому Он будет даровать свою милость и милосердие, и кого Он оставит без своей безграничной щедрости и добра. Только Аллах сам знает. Взаимопонимание, уважение к другим, стремление поделиться с окружающими нас людьми частицами духовного света должны стать огромным шагом на пути разрешения глобальных проблем, нависших над человечеством. Не стоит думать, что кто-то это сделает за нас. Начинать надо с самих себя. Пророческая заповедь гласит: «Люби ближнего, как самого себя, и желай для него того, чего желаешь для себя». «Ла ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафси», сказал пророк, саллаллаху
Это означает желать добра и должно стать для всех такой же естественной потребностью, как дыхание или потребление пищи. Только прививая навык заботы не только о себе, но и о других, мы можем гарантировать безопасное будущее и для себя, и для своих ближних, и других людей. Нужно понять и верить. Будущее в наших руках. Многое зависит от нас самих. И никто не должен думать и ждать, что всего можно добиться без усилий, без стараний, без приложения сил, что земные блага, которые мы так хотим получить, придут сами просто так. И успех, и благополучие, и жизненные блага в этой земной жизни требуют больших усилий. Но воистину и благополучие, и радость, и счастье получения милости и милосердия нашего Создателя Господа Всевышнего после нашего возвращения к Нему требуют усилий уже в нашей жизни земной. И для достижения будущего благополучия, довольства Всевышнего в жизни будущей, мы обязаны прилагать усилия души уже в этой жизни. Да, мы стараемся выполнять повеление Всевышнего Аллаха, чтобы идти по начертанному нам прямому пути истины, чтобы неустанно следовать заветам Аллаха и сунне посланника Аллаха Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, исполняем свои обязательства верующего перед Господом Всевышним и нашей священной религией ислама. Именно с этой целью мы читаем намаз, соблюдаем уразу, пост, отдаем обязательную милостыню, закат, садака, совершаем хадж, стараемся остерегаться от плохого, греховного и совершать благое и доброе, и тем самым достичь прощения наших возможных ошибок, дурных поступков и грехов. Само совершение жертвоприношения дней Курбан-байрама также направлено не только исполнению сунны обряда, совершенного Ибрахимом и Исмаилем алейхиссалям, да будет с ними мир, и последовавшими за ними пророками, раздавая мясо жертвенного животного людям, нуждающимся в пище, бедным и неимущим, мы этим совершаем душевное добро, выражая сострадание и стремясь малыми и большими делами облегчить жизнь людям, не разделяя их по национальному признаку или вероисповеданию, мы подтверждаем коранический завет. Мы, все люди, созданы нашим Господом Всевышним. И этот обряд разделения жертвенного мяса также предписан нам по завету Всевышнего и по сунне пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, который велел разделить мясо жертвенного животного нашего курбана на 3 части. Одну часть оставить своей семье, второй частью накормить друзей, родственников, устраивая угощение, и 3-ю часть раздать бедным и неимущим. И в эти благословенные часы, вознося наши молитвы принять хадж паломников, мы также молим Всевышнего Аллаха Тааля принять и жертвы от всех нас, кто по своему материальному положению смог исполнить сунну Авраама Ибрахима и Исмаила алейхиссалям. Дорогие
братья и сестры. И праздник единения, братства, хадж, праздник благотворительности, добросердечности, Курбан Байрам учит нас раскрывать наши самые добрые, гуманные качества нашего характера, нашей нравственности и человеческой морали. Превосходство между людьми возможно лишь в благочестии и добрых поступках, учит нас ислам. Всевышний Аллах призывает нас, последователей различных религий, представителей разных народов, разных цивилизаций, сотрудничать, вести диалог и не враждовать, а жить в мире и согласии по призыву нашего единого Творца и Создателя Аллаха, который сказал: «Удхулю фиссильми каффа» – «Войдите в мир сообща». Желаю каждому в эти дни ощутить духовную связь с Творцом, приблизиться к Нему посредством благих намерений и деяний, разделить радость праздника с родными и близкими и окружающими нас людьми. Желаю каждому из нас не переставать духовно совершенствоваться и неустанно распространять мир, добро, самые лучшие, самые красивые качества человечности и гуманизма. И да дарует нам Аллаху Тааля эти качества, дарует свою милость и благословение, благополучие, успех, довольство нами и прощение. Молим Всевышнего Аллаха спокойствия и мира на земле и в тех регионах, где проливается кровь и разрушаются города и села. Обращаемся к Тебе, о Господь миров, с мольбами и восхвалениями. Прими их, о Аллах. Аллахумма анта салям, ва минка салям, табаракта я zal джалали валь икрам. О Ты, Аллах, Ты мир, от Тебя дается и ниспосылается мир. Преславлен Ты, Господь, величия и благодарения. Аминь. Я Раббуль